Сегодня на первом в этом году заседании сессии Народного собрания Абхазии депутаты утвердили нового генерального прокурора, представленного оппозицией, а бывшего избрали в Конституционный суд, продлив срок его формирования. Всего в повестку дня сессии были включены 11 вопросов. Репортаж Сима Аргун. Заседание началось с обсуждения проекта конституционного закона о судебной власти. Одна из статей закона предусматривает срок формирования полного состава Конституционного суда в течение года. То есть список судей должны были утвердить еще до конца прошлого года. По некоторым причинам депутатам этого сделать не удалось. Теперь же парламентарии решили продлить срок формирования Конституционного суда. Прописано, что полный состав формируется в течение года с даты вступления в силу Конституционного закона. Он вступил в силу 1 января 2016 года. Год истек, но по известным причинам, сейчас не будем даваться подробности, по каким политическим и техническим, мы не смогли сформировать Конституционный суд, поэтому предлагаем норму переходных положениях изменить и установить новый срок, чтобы мы опять не нарушили Конституционный закон, и у нас было время доформировать Конституционный суд. Мы предлагаем этот срок установить не позднее 1 июня. В итоге проект был принят во втором окончательном чтении. Теперь в срок до 1 июня Народное собрание должно утвердить полный состав Конституционного суда Абхазии. Согласно соглашению, заключенному между блоком оппозиционных сил и руководством страны, до этого времени оппозиция должна представить своих кандидатов. Далее депутаты приступили к рассмотрению кадровых вопросов. Путем тайного голосования Нури Таня был избран судьей Конституционного суда. Из присутствовавших 27 депутатов за высказались 24. На этом же заседании Нури Таня был освобожден от должности генерального прокурора республики. Были свои процессы, это было нужно делать, и поэтому сегодня я буду рядом с вами. Все, что я сделал, может быть, еще другие планы были у меня немножко по линии прокурорской деятельности. За тот короткий период все сделать невозможно, все прекрасно понимаете. Дай Бог, чтобы мы все на благо народа работали и на благо закона. Там много вопросов, много институт нашей власти в государстве, поэтому будем учиться этому и принимать правильные решения. Таким образом, избраны уже 3 судей Конституционного суда. Согласно законодательству Абхазии, Конституционный суд уже может приступать к работе. Также на сессии был назначен новый генеральный прокурор. Им стал Зураб Ачба. С большим опытом работы в органах прокуратуры. Прошел все стадии от стажера до прокурора района. Его кандидатура была представлена президенту от оппозиции. При исполнении своих обязанностей я должен руководствоваться и обязан руководствоваться только законом. Что касается и оппозиции, и власти, мы единый народ, главенство закона должно быть превыше всего. Верховенство закона во всех его проявлениях и областях. Далее депутаты рассмотрели бюджеты некоторых фондов. В частности, был принят проект закона о бюджетах пенсионного и дорожного фондов, фонда репатриации, обязательного медицинского страхования и государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на 2017 год. Также депутаты поддержали проект закона Республики Абхазия о бюджете фонда социального страхования и охраны труда. Председатель фонда Амиран Какали рассказал, как формируется бюджет и куда направляются средства. Доходная часть бюджета на 2017 год составляет больше 116 миллионов рублей. Ко второму полугодию в планах фонда увеличить пособие по уходу за ребенком до 3000 рублей для работающих родителей. Мы будем смотреть, какие у нас резервы, что мы можем сделать. В течение 2-3 месяцев фонд возродить и так далее. Это так не получается, потому что минимум у нас должно быть 2-3 года для того, чтобы сделать сравнительный анализ. Ведь социальное страхование, социальная политика в сторону уменьшения запрещено Конституцией. То есть мы только будем увеличивать ставки. Парламент освободил от занимаемых должностей членов Центральной избирательной комиссии Гудису Агарба от оппозиции Александра Чингеля от Корчалского района по собственному желанию. Вместо Чингеля членом Центра избиркома избрана Анжелика Дарчан. Депутаты внесли изменения и в некоторые законодательные акты в области охраны государственной границы республики. На заседании сессии были рассмотрены проекты закона об оценочной деятельности, государственной пошлине и статусе военнослужащих. Сима Аргун, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Жители Абхазии, которые получают российскую пенсию, в последнее время часто обращаются в Министерство труда, занятости и социального обеспечения с вопросом, будет ли им выплачена единовременная добавка к пенсии в размере 5000 рублей, которая выплачивается российским пенсионерам по решению правительства. Как нам сообщили в Министерстве, данная сумма будет выплачена только тем пенсионерам, которые прописаны на территории Российской Федерации. Данная выплата
положено только пенсионерам, которые получают пенсию и постоянно проживают на территории Российской Федерации. К сожалению, нашим пенсионерам, нашим гражданам, которые получают российскую пенсию здесь у нас на территории Абхазии, данная выплата не предусмотрена. Поэтому, естественно, к сожалению, но получат только те граждане, которые российскую пенсию получают на территории Российской Федерации. Значит, чтобы люди наши не волновались, не нервничали, не переживали, вот специально мы, так скажем, озвучиваем эту информацию, только те, кто получает российскую пенсию на территории России и проживает на территории России. Как мы уже сообщали, Белла Пилья назначена временно исполняющей обязанности заведующей отделением родовспоможения республиканской больницы. По ее собственному признанию, новое назначение стало для нее неожиданностью. Белла Пилья демонстрирует открытость и готовность к сотрудничеству. Рената Шакая продолжит тему. Белла Пилья – акушер-гинеколог с большим опытом работы. В 1986 году она окончила Киевский медицинский институт. Работала в Белоцерковском родильном доме, где проходила интернатуру. В Гудаутской больнице Белла Пилья проработала 8 лет акушером-гинекологом. Во время Отечественной войны народа Абхазии работала в госпитале. После войны в декабре 1993 года Белла Романовна приказом министра была переведена в Сухумский родильный дом на должность заведующей отделением гинекологии. Уже 30 лет было в прошлом году, как я работаю в одной специальности и практически в одной должности, заведующей гинекологическим отделением. Кроме гинекологии, вы знаете, что у нас родильный дом общий, то есть есть отделение гинекологии, родильное отделение, поэтому все эти годы я дежурила по акушерским отделениям, естественно. Вот. В общем, работа у нас такая у акушер-гинекологов. Мы активно занимаемся и акушерством, и гинекологией. И за 30 лет пришлось заниматься многими вопросами. Мы хотим, чтобы наше население было благополучно. Мы все для этого стараемся делать. Но, понимаете, мы же не боги. Не всегда все у нас получается так, как нужно, и так, как хотелось бы. Родильный дом – это сложнейший механизм. Сложнейший механизм. Поэтому все всегда так громко и слышно про родильные дома. Не только про наш. Вы думаете, только в Абхазии такая проблема? Такая проблема везде. Мы стараемся делать как лучше. Но ведь вы же понимаете прекрасно, что не совсем все от нас зависит. Ну и то, что от нас зависит, тоже, наверное, надо делать получше. Белла Пилья сменила в должности завотделением Риту Трапш, которая и дальше будет работать в Сухумском роддоме. Рита Владимировна будет работать, она заведует акушерским отделением первым. Она будет работать, мы будем всесторонне пользоваться ее опытом, перенимать его. Что-то будем делать вместе, что-то добавим, может, что-то убавим. Все будет нормально. Работа должна продолжаться. Для меня сейчас самое главное, чтобы ни в какой мере не пострадал ни один наш пациент, ни взрослый, ни новорожденный. Для меня очень большое значение имеет, чтобы не пострадал ни один наш сотрудник с моим приходом. Для меня имеет большое значение, чтобы работа в родильном доме была построена на принципах добра, взаимопонимания и уважения друг к другу. Планы таковы: сохранить родильный дом, поднять престиж нашего учреждения, поднять престиж нашей профессии, показать людям, что мы всю свою жизнь посвятили, все мы, я не говорю я, мы все сотрудники нашего родильного дома, которые так же, как я, работают по 30, по 40, по 25 лет, по 20. Уже те, которых мы считали молодыми, они тоже уже работают по 20 лет. В роддоме работает около 30 специалистов в разных направлениях. Новое руководство возлагает большие надежды на молодых и перспективных врачей, в чьей квалификации нет сомнения. На сегодняшний день в Сухумском родильном доме 23 новорожденных ребенка. Для детей, которые появились на свет раньше времени, есть все условия для реабилитации. Аппарат у нас искусственной вентиляции легких для детей практически недоношенных с дыхательными нарушениями. Данный ребенок родился вторые сутки сегодня.
34-35 неделя. Сразу после родов закричал он в принципе сразу, но появились дыхательные расстройства. Вот он стоит, здесь он получает определенную порцию кислорода. Мы следим за параметрами частота дыхания, частота сердечных сокращений и подача кислорода в каком объеме, какая сатурация при этом. Что касается инфекций, обнаруженных ранее в отделении родовспоможения, как отметила Белла Пиле, это тема для отдельного серьезного разговора. По ее словам, врачи отделения готовы обсуждать с представителями средств массовой информации страны любую тему. В этом вопросе Белла Романовна демонстрирует открытость, что вселяет большую надежду на положительные изменения в самой структуре отделения. Мы, конечно, несовершенны. Мы будем стремиться к совершенству. Проблемы в родильных домах всегда существовали, существуют и будут существовать. И, к сожалению, не в наших силах решить все эти проблемы. Бывает такое, что мы теряем новорожденных когда-то, что они поступают к нам уже с замершей беременностью, или в родах что-то происходит. Я не могу вам обещать, что этого не будет никогда. К сожалению, если бы можно было бы этого избежать, то мы вообще не нужны были бы. Понимаете, врачи? Если бы это не случалось, то не нужны были бы больницы. Все обходились бы, наверное, сами. Не получается так. Но мы будем стараться, конечно же, эти показатели свести к минимуму. Мы будем просить, конечно, помощи еще дополнительной у Минздрава, у правительства нашего, у президента. Какую-то помощь в нашей работе. Я уверена, что они как раньше нам помогали и теперь будут помогать. Думаю, что все будет нормально. Кстати, за то время, пока мы проводили съемку, на свет появился еще один человек. Здоровая девочка, весом 3 килограмма 100 грамм. Рената Шака, Беслан Джинджули, Абхазское телевидение. Создание программы по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и формирование здорового образа жизни учащихся. Повестка дня. Совещание в Министерстве образования и науки Республики с участием представителей Министерства здравоохранения, МВД, Госкомитета по молодежной политике и психолога. В настоящее время злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами приняло характер эпидемии во всем мире и начинает принимать угрожающие масштабы, охватывая практически все социальные слои. Наркомания имеет большое распространение в среде подростков и молодежи. Эта проблема не обошла стороной и Абхазию. Ситуация требует принятия решительных и незамедлительных мер. Об этом отмечалось на совещании, проведенном по инициативе Министерства образования и науки. Профилактика и максимально раннее выявление наркомании среди учащихся школ будет более эффективно, если в этих процессах будут принимать участие те, кто непосредственно отвечает за воспитание и нравственное развитие. В первую очередь, это, конечно же, родители и педагоги, а также психологи, врачи, сотрудники органов внутренних дел. Специалисты отмечали необходимость введения в школах тренингов, тем более опыт в этом направлении уже есть. Мы проводили, когда я увидела, что к нам идут родители и дети из школ, мы в школу пришли. Мы в школах проводили тренинги. У нас даже было такое, что идет там урок математики и физики, первый, второй. Эти родители и дети, они настолько хотели идти на эти тренинги, что учителя были рады, родители были рады отдать, чтобы только мы получили результат. Мы смотрели на входе, какие эти дети смотрели на выходе. И разница колоссальная. И многие дети сегодня приходят и благодарят, и родители благодарят, потому что мы их забрали вовремя. Главный врач республиканского наркологического диспансера Ирма Ануа привела неутешительную статистику подростковой наркомании и поделилась своим видением решения проблемы. За 2016 год прошло через стационарное лечение подростков 12 человек. Значит, мы еще отдельно выбрали категорию от 18 до 20 лет, тоже все-таки более молодые. От 18 до 20 лет 20 человек. И такого большого количества все-таки в предыдущие годы не наблюдалось. Все-таки, да, это тоже своего рода рост. Все то, что попадает в официальные структуры, это только верхушка того айсберга, который там внизу плавает в воде, и мы его не видим. Для подростков, если говорить, брать такую категорию детей, которые еще не употребляют или только пробуют находиться в поисковом таком периоде своем,
Первое – это, конечно, первичная профилактика. Это выработка навыков здорового образа жизни. Потом умение противостоять влиянию окружающей среды, умение сказать «нет», выработка лидерских качеств. Существуют определенные такие программы, которые в виде занятий проводятся в школах. Есть опыт и в Российской Федерации такой. Вот, обучают детей этим навыкам. Это происходит в виде таких тренингов, занятий небольших, за счет уроков, что детям всегда нравится, когда какое-то время их освобождают от урока. Тогда они с большим удовольствием этому обучаются. Собравшиеся обсуждали необходимость создания комплексной системы мер, направленных на ликвидацию вредных привычек. Задачи программы по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и формирования здорового образа жизни учащихся – предоставить учащимся объективную информацию о губительных последствиях употребления психоактивных веществ, выработать представление о негативном влиянии вредных привычек, сформировать у подростков негативное отношение к ним, а также сформировать у учащихся умения и навыки, позволяющие снизить риск при общении к спиртным напиткам, наркотикам, курению. Немаловажен в решении этих проблем психологический фактор. В некоторых случаях он играет решающую роль. Из года в год по программе, по плану за год наши участковые и инспектора посещают и семьи, и школы. Это тоже всем известно. Тем более здесь вот мы находимся в Министерстве образования, с их ведома наши сотрудники, инспектора, значит, приходят, проводят какие-то уроки. Но, как говорила Ирма, здесь понятно, что, наверное, этого всего мало. И также замечено, что со стороны родителей чаще всего есть недопонимание, и многие больше даже, к сожалению, не видят проблему в том, что это существует, а видят проблему в том, что это вот огласки там, и там стало обществу известно. Они в этот момент, и когда надо дружно взяться всем вместе и смотреть за ребенком, они больше решать начинают проблемы, как бы это не стало известно обществу. Нередко единственной и реальной преградой на пути молодого человека к зависимости от психоактивных веществ является учитель, который знает о его насущных проблемах. Именно в школе существует реальная возможность осуществления целенаправленного и систематического привития навыков здорового образа жизни, говорят специалисты. Любой классный руководитель, он знает сложные и несложные дети в классе. Он в курсе, что у него есть ребенок такой ершистый, с трудным гиперактивным поведением и так далее. При этом у него хорошие лидерские качества. Вот. И поэтому тот классный руководитель может взаимодействовать с психологом школы. А если нет психолога школы, тут есть завуч. Тот непосредственно может дать... Они в тот же наш центр они могли бы отправить, допустим. Вот. Да и необходимости нету. Сейчас вот при школах работают все психологи, и оно его тестирует, грамотно тестирует. И у нее там абсолютно выходит по шкалам, к какой он группе относится, какие у него проблемы и в каком направлении с ним работать. Это очень легко и просто. Надо только это уметь. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество людей с заболеваниями, вызванными приемом различных психоактивных веществ, за исключением курильщиков табака, составляет более 500 миллионов человек. Проблема наркомании не терпит узковедомственного подхода. Она разрешима только при участии заинтересованных ведомств и широкого круга общественных организаций. Национальный банк Республики Абхазия участвовал в 45-й ежегодной международной нумизматической конференции выставки, проходившей в Нью-Йорке. Об этом сообщает официальный сайт Нацбанка. В конференции участвовали крупнейшие аукционные дома, кредитные организации, частные коллекционеры, издательства. Сотрудники Банка Абхазии представили доклад-презентацию о Республике Абхазия и ее банковской системе, подробно осветили миссионную деятельность Национального банка Республики Абхазия. На стенде Национального банка была представлена государственная символика нашей страны, памятные инвестиционные монеты, первый систематизированный каталог памятных инвестиционных монет Республики Абхазия, изданы на английском языке, рекламные и демонстрационные материалы. Стенд Банка Абхазии вызвал большой интерес у участников конференции.
Завтра, 19 января, православные христиане Абхазии отпразднуют Крещение Господне. А сегодня уже начался Крещенский сочельник. В кафедральном соборе Сухума прошла божественная литургия и чин Великого Освящения воды. Завтра в 8 утра начнется божественная литургия и чин Великого Освящения воды. Именно в крещении после освящения воды принято купаться в освященных источниках и купелях. Как и в прошлых годах, большое количество верующих ожидается сегодня ночью в Каманском храме. Омовение святой водой призвано изгонять вражеские силы. Крещенскую святую воду раздают верующим после праздничной божественной литургии и хранят после этого в течение всего года. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, небольшой дождь, местами ливневого характера. Температура воздуха ночью 4-6, днем 10-12 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.